И сейчас мы посмотрим на реакцию в США. И первая реакция была от очень интересного человека. Это от легенды американского спорта и американского кино, американской политики, от республиканского губернатора штата Калифорния, всем известного Арнольда Шварценеггера. Если кто-то не видел, мы сейчас вам покажем. Президент Трамп, я только что видел вашу встречу с президентом Путиным. Это было так неловко. Вы там стояли как маленькая макаронина, как мальчик-фанат. Я спрашивал себя, когда же вы попросите его дать автограф или сделать селфи? Вы предали нашу разведку, нашу судебную систему и, самое главное, нашу страну на этой конференции. Вы президент страны и не должны так себя вести. Что с вами случилось? Куда делась сила слов? Например, когда Рональд Рейган стоял на Берлинской стене и сказал: «Мистер Горбачев, снесите эту стену». Что с этим всем стало? Ну, реакция вообще, конечно, очень эмоциональная. И, конечно, я даже проснулся в 6 утра и сразу это увидел все, даже перевел у себя в Фейсбуке, опубликовал, потому что это было, ну, очень так вообще по-человечески, да. И еще одна цитата, которую я хочу, чтобы мы посмотрели, она не личная и персональная, но она была напечатана, потому что сенатор Маккейн себя, видимо, не очень хорошо чувствует, сейчас он болеет, да. Сенатор, республиканец, я подчеркиваю, Джон Маккейн, тоже дал свой комментарий к этой встрече. Послушаем. Сегодняшняя пресс-конференция в Хельсинки была одним из самых позорных выступлений американского президента. Ущерб, нанесенный наивностью президента, эгоизмом, ошибочной эквивалентностью и симпатией к автократам. Трудно посчитать. Но ясно, что саммит в Хельсинки был трагической ошибкой. Согласен, Борис? Я скажу больше. Я сегодня просматривал, что писали американские СМИ по этому поводу. И действительно, ну, лояльные к Трампу, конечно, пытались найти там какую-то победу, долгосрочную игру, посмотрим на последствия, вот посмотрим, что сейчас будет на Ближнем Востоке, в Сирии происходит и так далее. Но даже его союзники довольно критично на результаты этой встречи. И я хочу сказать, что как раз вот Арнольд Шварценеггер, он самую болевую точку, он самую такую болезненную историю отсюда взял. То есть, когда Трамп накануне, буквально за один день до вот этой встречи, получает от Роберта Мюллера конкретные имена 12 российских офицеров ГРУ, которые вмешивались в выборы. Там даже целая цепочка была показана, кто ломал сервер, кто отвечал за взлом. Он приносит президенту полное досье на преступников. Доказательства. Доказательное. На преступников и говорит: вот тебе перед встречей Дональд Трамп. И после вот этого всего, когда ему республиканцы говорят: ты этот вопрос задашь Путину, демократы говорят: ты просто не посмеешь его не задать Путину. И после этого всего Дональд Трамп выходит и говорит: вы знаете, Путин очень настойчиво все отрицал, и я хочу, внимание, чтобы наша разведка теперь сотрудничала с российской разведкой в расследовании этого дела. И тут все, как говорится, в шоке, потому что как так? Ты с преступниками собираешься расследовать их же преступления? То есть такого быть не может. Это не может сказать президент США. Для американского уха, даже не важно республиканского или демократического, это такое консолидированная аллергия такая. Это консолидированная аллергия и доказательство во вмешательство в предвыборные процессы, во влияние на демократические процессы, на влияние на этот столб, на котором держится фактически американское общество, на принципах демократии, доказано влияние чужой страны, это мощнейший удар. И не говорить об этом или привлекать эту же страну к какому-то дружескому взаимодействию, вот это было, мне кажется, самым сильным ударом. Трамп не просто не задал ему этот вопрос, не публично, невидимо, не публично. Он занял позицию Путина. Путин предложил ему: а что, какие проблемы? Давайте расследовать вместе. А вот у нас есть Браудер. Давайте вы нам выдаете, там, грубо говоря, ну не выдаете, вы допрашиваете, мы этих допрашиваем. Только, типа, знаешь, как они русские говорят, да, ну у вас тоже с демократией проблемы, там, ну вот это все, вся эта риторика. И Трамп как зайчик, он не возражал этому вообще.
Да. Это удивительно просто было. Он не просто не возражал, он такую чушь нес, вот как раз в вопросах национальной безопасности, что, я думаю, ему этого не простят даже его ближайшие соратники. Скажи, пожалуйста, вот у меня мысль сегодня с утра возникла по поводу разведывательного сообщества. О чем говорил Арнольд Шварценеггер? Вы фактически сдали, сказал он, наше разведывательное сообщество. Там он сейчас сказал нашу систему Justice System, да? Юридическую. Да, юридическую систему. И разведчиков. Насколько это оскорбительно для американских разведок? И могут ли они, ну, не мстить, они же не мстители там, по суду Линча, да? Но в ответ на это предпринять еще больше усилий в расследовании тех преступлений, о которых они сейчас заявляют? Ну, я думаю, больше они, наверное, чем в их компетенции. Это же как бы не Нет, но тут, знаешь, это есть такое понятие дело чести, да? Но когда президент твоей страны на саммите говорит преступник, они знают, что он преступник, да, эти люди, которые расследуют, они знают, как это все было, да, когда президент твоей страны говорит, что как бы, а ничего, Владимир сказал, что он не брал, так сказать, ничего, да, и так далее. И, кстати,